Многие из вас, вы встречали такие ситуации, когда, например, человек, он в церкви, верующий, и он падает, он согрешает. То есть по-разному. Или во все тяжкие, или как-то. И такое происходит постоянно. Но, смотрите, то есть это не должно вызывать у вас какого-то шока, потому что мы все люди. И человек, он ошибается, всякое бывает. Но бывает, когда человек, он согрешил, он упал, и он восстановился. А бывает, кто-то согрешил, упал и потерялся. И мир его затянул. Почему так происходит? В чем разница? И сегодня мы посмотрим на двух апостолов, двух учеников Иисуса. И вот как раз похожая ситуация, они похожим грехом согрешили. И один из них стал великим апостолом, а второй потерялся. И в прямом, и в переносном смысле. Прежде я бы хотел, знаете, открыть вообще, прочитать вам. Я хотел запустить песню. Я слушал песню одну на английском языке. И хотел поставить отрывок, такая современная христианская музыка. Я просто не знаю, как с авторскими правами, я вам открою. У нас как-то недавно нас забанили, YouTube, он заблокировал трансляцию, потому что у нас где-то какой-то отрывок какой-то песни попался. Случайно, я даже, если честно, я смотрел, я его не услышал. Говорят, что там где-то 5 секунд случайно у кого-то с телефона попало, и они просто заблокировали. Песни прославления, они, как правило, не имеют авторских прав, поэтому мы используем беспроблемно. Но вот здесь я не уверен, это потому что это не песня прославления. Но суть в том, что я просто перевел песню, хорошая песня, смысл. Я вам прочитаю. «Я видел, на что способен грех. Он может утянуть тебя вниз и похоронить. И я видел, на что способен стыд. Он может подсказать твоему сердцу, что ты зашел слишком далеко. Но я почувствовал, каково это быть прощенным и заново рожденным. Аллилуйя. Я видел, на что способна благодать». Вообще классные слова, на самом деле, очень важно, что мы поем. Очень важно, чтобы слова песен, они соответствовали нашей теологии, то, во что мы верим. И здесь вот очень хорошие слова, и это то, ради чего пришел Иисус. Он пришел, чтобы разорвать цепи греха и избавить и исцелить нас от позора. В Евангелиях есть описание два человека, два апостола, которые предали Иисуса. И они стыдились, им было стыдно, когда они осознали. И эти два человека, которым мы дальше видим, они приняли решение, что вообще с этим делать. И давайте мы посмотрим на них. И первый – это Иуда. Иуда Искариот или предатель. К моменту написания Евангелия уже, то есть вы понимаете, Иуда – это был один из 12. Кого избрал Иисус, это был его ученик. Но ко времени написания Евангелия, вы знаете, что были написаны чуть позже, после уже смерти и воскресения Христа. И в этот момент имя Иуды, оно настолько нелюбимо уже, но довольно распространенное было в иудейской среде. Почему я так говорю? Смотрите, есть такое место Писания, Иоанна 14 глава, 22 стих. Здесь написано: «Тогда Иуда», и в скобочках идет пояснение, не Искариот, сказал: «Господин, почему ты хочешь открыть себя только нам, а не всему миру?» Я хочу на что обратить внимание. Здесь смотрите, Иоанн, он пишет, он дает пояснение, что вот был Иуда, но не тот, про которого все знают. Не подумайте. Он дает пояснение, не Искариот, нормальный. То есть очевидно, что Иоанн, он хотел убедиться, что мы понимаем, что это не тот Иуда, который предал Христа. Но вы понимаете, что Иуда, я уже говорили мы об этом также неоднократно, это был, может быть, единственный человек, которому все доверяли. Почему мы так говорим? Вы знаете, что Иуда, он был казначеем. Он носил
ящик с деньгами, ну или мешок, общий кошелек, и он собирал пожертвования, он распределял и оплачивал все расходы. И, как вы считаете, какого человека ставят на такую должность? Может быть, кто-то знает, у нас есть в церкви казначей, вы знаете? Вы знаете, что, да, если опустить тот факт, что больше вообще никто не хотел этой работы, никто не хотел брать на себя ответственность, но когда она стала, мы как минимум ей доверяли. Вы понимаете, да? И вот здесь он казался надежным, но оказалось, что он потихонечку запускал руку в этот мешок и брал для себя. Давайте прочитаем Иоанна 12 глава, 3-6 стих. Мария в это время взяла кувшин чистого нардового масла, которое стоило очень дорого, и вылила его на ноги Иисусу. Потом она стала вытирать его ноги своими волосами. Весь дом наполнился ароматом масла. Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, который впоследствии предал его, возмутился. Почему было не продать это масло за 30 динариев и не раздать деньги нищим? Знакомая, да, ситуация? Можно все раздать пенсионерам. Он говорил это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Ему был доверен ящик с общими деньгами, и он брал из него на свои нужды. И здесь, я думаю, почему, собственно, говорится про это, чтобы мы понимали, какой это был человек. Была в нем такая вот червоточина, любовь к деньгам. И потом дальше, то, что мы, вся история разворачивается, мы понимаем, что человек, он реально любил деньги. Давайте мы прочитаем. Он именно из-за этого предал Иисуса. Давайте прочитаем это местописание. Евангелие от Луки, 22 глава, с 3 по 5 стих. Первосвященники и учители закона искали способ разделаться с Иисусом, потому что боялись народа. Тогда сатана вошел в Иуду, которого называли Искариотом, одного из числа 12. Иуда пошел и сговорился с первосвященниками и с начальниками храмовой стражи, как предать Иисуса. Внимание! Он услышал, что первосвященники ищут, как бы схватить Иисуса. Он сам по своей собственной инициативе вызвался, пошел и сказал: ребят, за небольшую плату я все устрою. Те обрадовались и обещали заплатить ему. То есть, вы знаете, за 30 серебряных монет, за 30 серебряников Иуда предал Иисуса Христа. Кто-то может спросить: минуточку, разве Иисус не знал, что за человек был Иуда? Что он предаст его? И если смотреть на Евангелие, мы знаем, что да, он это знал. Когда была последняя вечеря, тайная вечеря, то есть после которой, собственно, все события эти развернулись, когда 12 учеников, они возлежали вместе на последнем ужине с Иисусом, Иисус молился, и Он говорил следующие слова. Давайте посмотрим. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 12 стих. Он говорит: пока я был с ними, то есть с учениками, я сам хранил их во имя Твое. Он молится Отцу, которое Ты дал мне. Я охранял их, и никто из них не погиб, кроме осужденного на погибель, чтобы исполнилось Писание. Здесь говорится, что Он его избрал. Он знал, что Он сделает. Почему Иисус избрал Иуду предателем? Здесь говорится, что, во-первых, чтобы исполнилось пророчество, а во-вторых, он был избран, я хочу, чтобы вы четко понимали, из-за того, каким он уже был, каким человеком он был. Вы понимаете? Не Бог его сделал таким. Не было у него такой судьбы предопределенной, что вот, у тебя и шансов никаких нет, если тебя выбрали быть злодеем. Нет, он стал предателем из-за того, каким он уже являлся. Задолго до того, как Иисус избрал его апостолом, своим учеником,
Иуда уже был, не очень хороший человек. Принимал плохие решения, неправильные. Ему нравилось то, что он делал. Давайте посмотрим интересное место Писания. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава с 9 по 12 стих. Написано следующее. Приход беззаконника – это дело сатаны. Оно будет проявлено в использовании разнообразных сил, в ложных знамениях и чудесах, и во всяких злостных обманах, которым с легкостью поддадутся люди, погибающие из-за того, что не захотели полюбить истину и получить через нее спасение. Потому и посылает Бог таким людям сильное заблуждение, чтобы они поверили лжи. Смотрите, последний стих. Потому и посылает Бог таким людям сильное заблуждение, чтобы они поверили лжи. Бог нас сотворил по образу и подобию своему. У нас, это в том числе что означает? Что мы все уникальные личности, и у нас есть свобода воли. Бог не может тебя заставить что-то сделать. Конечное решение всегда за тобой. Ты понимаешь это? Бог дает людям то, что они хотят. Если они хотят правды, Он даст им правду. Но если они хотят лжи, обманываться рады, Он позволит им наполняться заблуждениями и ложью. Вы следите за моей мыслью? Если некоторые люди предпочитают ложь и заблуждение, они уже решили в своем сознании отвергнуть правду. И если в такой момент Богу нужно, чтобы было совершено какое-то действие, например, как мы прочитали, кто-то должен стать предателем Иисуса, Бог, Он избирает именно такого человека, для того, чтобы он послужил Его цели, Его интересам. Вы понимаете еще раз? Очень важно. Написано, что Бог, Он никого не искушает. Он не вставляет палки в колеса, но человек сам выбирает, и когда он таковым является, Бог может использовать такого человека для своих планов. Итак, Иисус избрал Иуду тем, кто предаст его. Но, вы знаете, я не уверен, что Иуда, он отдавал себе отчет, во что это выльется вообще. Что я хочу сказать? Может быть, он думал, что, схватят его, помутузят, попытают, побьют и выпустят. Но когда его приговорили к распятию на кресте, он понимает, что его убьют, и он понимает весь этот ужас. Это был действительно ужас для него. Как он не любил деньги, посмотрим на его реакцию. Матфея 27 глава, 3-5 стих. Иуда, предавший Иисуса, увидел, что Иисус осужден, раскаялся и вернул 30 серебряных монет первосвященникам и старейшинам. «Я согрешил», — сказал он. «Я предал на смерть невинного человека». «А нам-то что за дело?» — ответили они. «Смотри сам». Бросив деньги в храме, Иуда ушел и повесился. Я хочу обратить ваше внимание, смотрите, последователь Христа, один из 12, самый ближайший круг, он идет за ним, любит деньги, предает его ради денег, и деньги-то не особо большие какие-то, не суть, да, но понимает вообще весь ужас, что потом произошло, у него чувство стыда. Я предал невинную кровь. Заберите, я не хочу в этом участвовать. Он говорит, да, нам уже все равно. Ты сам смотри, делай, что хочешь. И он идет и кончает жизнь самоубийством. На что я хочу обратить ваше внимание. Он не пошел к Богу за прощением. Он не упал, он не раскаялся, не сказал, Господи, прости меня. У него просто сожаление, горечь, и он идет и вешается. Это почему я вам читал на перевод песни в самом начале еще раз слова. «Я видел, на что способен стыд. Ложь может казаться правдой,
Она подскажет твоему сердцу, что ты зашел слишком далеко. Это то, что случилось с Иудой. Он увидел, на что способен стыд. Ему было стыдно, и он просто, это убедило его, что самоубийство – это лучший выход. Его единственный выход. Тем более это странно, что все это время Иисус ходил вместе, то есть Иуда был рядом с Иисусом, он был в его команде. Он видел те знамения, те чудеса, которые Иисус, он совершал. Ему не нужно было предаваться своему стыду. Почему? Потому что вокруг Иисуса всегда были какие-то грешники. Вы помните? Евангелие, оно полно таких ситуаций, описания. Он находил грешников, каких-то проституток, мытарей. То есть люди падшие, которые жили свою жизнь в постоянном стыде. Все общество смотрело на них свысока, пренебрегало их. И он не боялся быть в общении с ними. И его послание, оно было такое, как оно и есть и сейчас. Мне все равно, кем ты был и что ты делал. Мне все равно, какое у тебя было прошлое. Я могу простить тебя. И Иуда, он это видел. Это не просто он прочитал, как мы в книжке. Пусть это Слово Божие написанное, мы это не видели, мы только можем представить это. Но он был свидетелем этому. Он видел, как Иисус, он работал с такими людьми, разговаривал с ними, учил их, любил их, говорил им о Божьем прощении и никогда не прогонял таких людей. Иуда слышал, как Иисус говорил следующие слова. Давайте посмотрим. Матфея, 9 глава, 12-13 стих. Иисус услышал это и сказал: не здоровым нужен врач, а больным. Попытайтесь вначале понять, что значат слова «милости хочу, а не жертвы». Я пришел призвать не праведников, а грешников. Вся суть того, что Иисус, Он пришел на эту землю, Он пришел умереть за грешников. За таких же грешников, как ты и я. Как Иуда. И Иисус, Он простил бы Иуду. Но Иуда никогда по-настоящему не любил Иисуса, по всей видимости. Он последовал за Иисусом не потому, что он любил Его, истинно поверил, но, по всей видимости, из-за того, что он мог получить какую-то выгоду для себя. И вот в конце концов Иуда смирился со своим позором и заплатил за это своей жизнью. Итак, это первый пример того, как может происходить. Теперь давайте посмотрим на апостола Петра. И если бы кто-то и не предал Иисуса, то, это он. Вы знаете, что Иисус выбрал Петра, потому что это был прирожденный лидер. Такой неформальный лидер, очень сильная личность, очень категоричный в своих суждениях, очень решительный. И Петр обладал непоколебимой верой, непоколебимой преданностью Христу. Многие вещи он творил, вы помните, единственный человек, который пошел по воде, когда Иисус позвал. Никто из учеников такого не делал. Он просто был лидером, он что-то говорил, и ученики подхватывали, и говорили: и мы тоже, да, и мы там с тобой согласны. Он не боялся высказывать свои суждения первый. То есть вы знаете, когда одно дело, когда ты в команде, уже хором, да, и мы тоже. И другое дело, когда ты первый что-то говоришь. Помните, когда Иисус ему говорил, он спрашивал учеников: за кого вы меня почитаете? Они ему говорили, что в народе ходят разные слухи. Кто-то говорит, что ты Илия, пророк, кто-то еще что-то, кто-то еще. Он говорит: а вы за кого меня почитаете? Петр первый ему сказал, обыкновенный рыбак, то есть необразованный, категорично очень такой мужчина. Он говорит, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус ему говорит, что тебе это Бог открыл, тебе Дух Святой это открыл. Помните, что когда Иисуса арестовывали,
в Гефсиманском саду ситуация, когда они молятся, Иисус молится вот этой молитвой, что «Отец, если только это возможно, пусть эта чаша, она пройдет мимо меня, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И тут приходит толпа, солдаты, Иуда подходит, целует Иисуса, таким образом он дает знак. Его хватает, и тут выскакивает Петр, хватает меч, рубит и отсекает ухо у одного из слуг первосвященника. Никто больше не мыркнул. Этот парень, я просто хочу показать, он был готов сражаться, он был готов умереть, мы посмотрим. Он пытался защитить Христа. Вы знаете, что Иисус потом сказал, что уберите мечи. Хотел сказать, прилепил обратно ухо. Наверное, исцелил его, да, то есть ухо на место поставил, все стало хорошо. Как сказать, восстановил, исцелил. Давайте мы посмотрим Матвея, 26 глава, 31 стих. Иисус говорит своим ученикам. Тогда Иисус сказал им, в эту ночь, вот он пророчествовал им про это, вы все отступитесь от меня. Ведь написано, я поражу пастуха, и разбегутся овцы стада. Он пророчествует ученикам и говорит, что в эту ночь вы все от меня откажетесь, вы все от меня разбежитесь, потому что в Писании написано, что я пастуха поражу, и все овцы разбегутся. И смотрите, Петр, Матвея 26 глава, 33 стих. Петр ответил, даже если все тебя оставят, я этого никогда не сделаю. Я верю, что он был искренен. Вот он такой вот радикальный, решительный. Даже если все уйдут и отвернутся от тебя, я буду всегда с тобой. Дальше, те же самые события, которые описываются в Евангелии от Иоанна, там написано еще даже следующее, что Петр поклялся следующим образом. Иоанн 13 глава, 37 стих. Петр спросил, Господи, почему я не могу идти за тобой сейчас? Да я готов даже жизнь отдать за тебя. Я верю, что Петр также здесь говорит правду. Я готов за тебя умереть. Но вы знаете, что этого не произошло. Когда дело дошло до сути, до того, что ему самому грозила опасность расстаться с жизнью, Петр трижды отрекся от Иисуса. Давайте прочитаем Матвея 26 глава, 69-75 стих. Петр же сидел снаружи во дворе, когда к нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином», — сказала она. Но Петр отрицал перед всеми. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она сказала стоявшим рядом, «Этот человек был с Иисусом из Назарета». Петр снова все отрицал, поклявшись, что он не знает этого человека. «Я клянусь вам, Господом Богом, я не знаю, кто это такой». Но спустя немного времени стоявшие там люди подошли и сказали ему, «Точно, ты же один из них, тебя и говор твой выдает». И он в другом переводе, «Ты по-галилейски, у тебя наречие». Тогда Петр начал клясться и божиться. «Я не знаю этого человека». И тотчас пропел петух. И тогда Петр вспомнил слова Иисуса, «Прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». И, выйдя наружу, он горько заплакал. Иисус ему говорил, что вы все отречетесь. Он говорит, Господи, да все отрекутся, я всегда с тобой. Ты со мной, как за каменной стеной. И потом он 3 раза отрекается, и когда он это понимает, ему становится стыдно. Он выходит, и, то есть вот этот вот решительный мужик, который меч хватал, был готов там голову рубить, он плачет. Он понимает, что произошло. Кто-то из богословов говорит, что после всего произошедшего, уже после того, как Иисус, он воскрес из мертвых, Петр, он всерьез думал про то, что бросить вообще все вот это вот,
дело с Иисусом и заняться рыбалкой. Ну, то, чем он занимался все это время. Уйти обратно в рыбаки, чтобы этим зарабатывать себе на жизнь. Ну, я что имею в виду? То есть вы представьте, ему было настолько стыдно, как я могу куда-то опять прийти, что-то начинать делать, если я до этого там клялся и говорил: Господи, да я за тебя, я умру, все, что хочешь. Я самый надежный из всех, кто у тебя есть. И потом он от него отказывается, ему становится стыдно, и потом он слышит, что Иисус, он воскрес, и он пришел. И как он себя чувствует? Как я ему в глаза пойду посмотрю? Что я ему скажу? И на самом деле Петр именно этим и занимается, когда Иисус, он является своим ученикам после своего воскресения в один из разов. Давайте мы прочитаем это. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Евангелие от Иоанна, 21, с 3 по 7 стих. «Я пойду ловить рыбу», — сказал Симон Петр. «Мы тоже пойдем с тобой», — решили они. Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали. Рано утром Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали его. Он позвал их: «Дети, ну как? Есть у вас рыба?» «Нет», — ответили они. Он сказал: «Забросьте сеть с правого борта и поймаете». Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить. Ученик, которого любил Иисус, сказал тогда Петру: «Это Господь». Как только Симон Петр услышал, что это Господь, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. Еще раз суть. Он уже серьезно раздумывает, что со всем этим христианством надо завязывать. Как жили в грязи, занимался я там своей рыбой, так и буду заниматься. И он рыбачит, Иисус стоит на берегу, они где-то на озере, он им кричит: «Ребят, ну что, как дела?» Ничего не поймали. Забросьте, они забрасывают, вытаскивают, ну и они всю ночь рыбачили, ничего не поймали вообще. Тут они вытягивают, там в других Евангелиях описано, и рыб немерено, и сети не порвались. И Иоанн понимает, что, сверхъестественно, он говорит Петру: это Господь, это Иисус пришел. И тогда он что делает? Он весь раздетый, без верхней одежды, он просто одежду свою хватает и не ждет, пока они догребут на лодке к берегу. Он вплавь просто быстрее плывет к Иисусу. То есть он куда поплыл? Он поплыл к Нему, чтобы быстрее Его увидеть, что действительно это Он, тот, которого Он предал. До этого. Я что хочу показать? Что он хотел быть с Иисусом. Изначально у него ничего не вышло. И, возможно, он думал о том, чтобы оставить, уйти, сдаться. Но вместо того, чтобы уйти от Иисуса, он поплыл к Нему. Потом позже у костра, если эту историю дальше прочитать, читать не будем, но Иисус, он спрашивает Петра интересную фразу. Он говорит: «Петр, любишь ли ты меня?» Он говорит: «Люблю, Господи». И он его спрашивает тоже 3 раза. Как до этого 3 раза Петр, он отрекся от Иисуса, и здесь он его 3 раза спрашивает. И каждый раз ему говорит, он говорит: «Любишь ли ты меня?» Он говорит: «Люблю, Господи, паси овец моих», да, то есть это заботься о моей церкви. Не суть, я просто хочу подчеркнуть, что он его 3 раза говорит. И на 3-й раз уже Петра как бы печаль охватила, он такой даже немножко вскипел: «Господи, что ты меня спрашиваешь? Ты же знаешь, что я люблю». Но потом он понимает: я 3 раза отрекся. Здесь он его 3 раза спрашивает: «Любишь ли ты меня?» В отличие от Иуды, который никогда, по-видимому, не любил Иисуса, Петр действительно его любил. И смотрите, важное отличие. 2 человека, 2 апостола. Может быть, грех, не совсем. Нельзя поставить знак равенства. Да? Потому что, когда Иуда, он предал Иисуса, это привело к его смерти. Его схватили и его казнили. Но, тем не менее, похоже, Петр, он также отказался. Он говорит: «Я не знаю, Богом клянусь».
Он говорит, клялся и божился. Первый раз вижу этого человека. Отказался от него. Но первый покончил жизнь самоубийством, его горечь довела, а второй раскаялся. Он был готов признать, что он потерпел неудачу, но он знал, на что способна благодать Божья. Он знал, что Бог, Он способен простить и очистить и забыть вообще все, и убрать все прошлое. Вы понимаете, о чем я? Есть интересное место Писания, 2 Коринфянам, 2 послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Написано следующее. Печаль от Бога приводит к покаянию, которое, в свою очередь, ведет к спасению и уже не оставляет никакого места для сожаления. Но печаль этого мира ведет лишь к смерти. Вот Иуда – это то, что олицетворяет мирскую печаль. Когда тебе тяжело, тебе плохо, и ты весь такой расстроенный. Но Иуда ушел от Иисуса, потому что на самом деле не любил Его. Он чувствовал печаль, но, внимание, он не хотел меняться, он не хотел каяться. Вот просто тупик и все. Я сам. И это привело его к смерти. Но Петр был примером печали от Бога. Его горе привело к раскаянию, а затем к восстановлению. Вот здесь вот во 2 Коринфянам, знаете, вот Павел, он вообще пишет сначала, если предыдущие стихи прочитать, он говорит, что я писал вам письмо, на что-то там ссылается, да, и оно вас очень сильно опечалило. Я сначала даже пожалел, что написал это письмо, но потом понял, что нормально было, потому что это была печаль от Бога, и она произвела в вас покаяние. Когда тебя кто-то обличает или что-то с любовью, это неплохо. Если эта печаль, она от Бога. Ты понимаешь, ты осознаешь, что что-то я куда-то не туда действительно. Но если ты в своем сердце, ты готов измениться, ты готов покаяться, в итоге это ведет к покаянию. Вы понимаете? Но если у тебя мирская просто печаль, меня задели, моя гордость, никогда не прощу. И вот эта печаль, она ведет в погибель. Вы понимаете, про что я? Не знаю, насколько удачный пример. Но Иуда олицетворял мирскую печаль, и это привело его к смерти. Но Петр то же самое, похожее, согрешил, стыдно, покаялся, стал одним из самых величайших учителей, учеников, апостолов. Его горе, оно привело к раскаянию, а затем к восстановлению. И в конечном счете к величию. Обратите внимание. Я заканчиваю на самом деле уже. И, знаете, я просто осознал вчера, когда писал, что я уже 35 лет в Боге. То есть я покаялся в 91 году. И 91-й, сейчас у нас 2000... Ну да, все верно, думаю, как правильно же считал. Что-то у меня 35 лет. Я вам скажу, я покаялся здесь, в городе Якутске, в Баптистской церкви. Евангельских церквей тогда в городе не было. И вы знаете, я вчера сидел просто и размышлял. За 35 лет было много всего. Было хорошее, было плохое, но было так много людей. Отличные ребята, которые начинали и которые падали, согрешали разные, я даже не буду говорить. Жизнь штука суровая. Бывает вообще по-разному. Такое в книжке даже и не напишешь. И вы знаете, кому-то было стыдно, кто-то впадал в печаль, в депрессию. И в итоге, то есть были те, кто
Они ушли в мир. Кого-то нет в живых уже. Они отвернулись от Бога. Но среди них, среди тех вот падших, были также те, кто раскаялся и был восстановлен, и сейчас с Господом. Они до сих пор с Богом. Они оставили свой грешный образ жизни. И с того момента, когда они когда-то, уже после того, как после падения покаялись, они стали верными последователями Христа. Потому что они знали, на что способна благодать Господа. Еще раз. Мы не можем ничего такого сделать, чтобы быть достаточно хорошими для Господа. И нам и не нужно этого делать. В этом вся прелесть. Он уже все сделал. Единственное, что нам нужно, это поверить в Него. В заключение я просто хочу еще раз прочитать вот те слова песни, с которой мы начали проповедь, потому что я цитировал как первый куплет и дальше. «Я видел, на что способен грех. Утянуть тебя вниз и похоронить, заставить тебя думать, что ты никогда не увидишь дневного света. Я видел, на что способен стыд. Ложь может звучать как правда. Она подскажет твоему сердцу, что ты зашел слишком далеко. Но я видел, как пришел Отец. И я видел, как Он широко раскрыл объятия, говоря: возвращайся домой. Я почувствовал, каково это быть прощенным и стать новым человеком. Аллилуйя. Я видел, на что способна благодать. Аллилуйя. Я видел, на что способна благодать. Я хочу, чтобы каждый задал себе вопрос. Ты видел, на что способна благодать? Не забывай об этом никогда. Если произойдет что-то такое, и у тебя будет стыд, но помни, печаль от Бога, она производит покаяние и восстановление. А печаль мирская, вот этот стыд и этот грех, он будет тебя добивать. Просто запинывать лежачего, если ты поддашься этому. Аминь.